Доброго дня, дорогие телезрители! Снова в рубрике «Подворье» с вами Дмитрий Аргунов. Очень отрадно даже в отпускное время посвятить время тем темам, которые интересуют вас, дорогие телезрители. И мы снова в гостях в компании «Элеком», которая за время, которое мы в прошлый раз здесь были, успели отбабахать себе хороший такой нормальный фасад. Павел, если можно показать фасадик новый «Элекома», да, ну, я думаю, что покупателям, то есть вам, дорогие телезрители, будет приятно в такой вот очень теплой современной обстановке производить покупки необходимых для строительства вещей. Что касается строительства, немного философии. Конечно, нынче сезон выдался, скажем так, нелегким. Да? Ну, материалов, сами видите, вообще никаких нету. Но, тем не менее, строительство идет. Вот были у меня знакомые, которые говорят: о, не было там бруса и так далее, пришлось строить из шлакоблока. Выход есть всегда. То есть альтернативные какие-то конструктивные материалы, они есть. Нужно их активнее осваивать. Были очень такие диспуты по поводу МХМ, который применяется для восстановления домов Бескюли, да, которые пострадали от лесного пожара. МХМ – это одна из лучших энергоэффективных технологий. Вот у нас коллега Александр Лебедев уже 5-й год, когда мы начинали рубрику «Дом с умом», он себе поставил небольшой дом из МХМ Покровский. И по результатам замеров при помощи тепловизоров, то есть энергоэффективности, МХМ показал себя наилучшим способом. То есть чуть ли не на втором месте был после тех современных материалов, которые применялись. То есть после базальта МХМ это, по-моему, оптимальное решение. То есть нет никаких усадок вот этих, да, то есть принцип щитового домика же. Теплопотери нет, потому что доски расположены в шахматном порядке. Вообще шикарная тема. И поскольку мы затронули Бескюль, да, ну, конечно, там причина была лесные пожары. Ну, да. Но у нас домовладения, домохозяйства еще и горят по очень распространенной причине. Это некорректный монтаж электрических коммуникаций. Короткое замыкание. Короткое замыкание. Да. Очень много. И самое, не то что обидно, а самое прискорбное то, что в этих пожарах еще и гибнут наши с вами соотечественники. Да? Поэтому мы посчитали тему правильных укладок монтажа электрических коммуникаций наиболее значимой темой. И сегодня нам помогает наш давний знакомый Арсен Кицин. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, давайте начнем с тех вещей, которые, наверное, в основе лежат. Когда тем людям, которые строятся, нужно задумываться о прокладке коммуникации? Я так думаю, что на стадии проекта еще, да? На стадии проекта, конечно же. Как это будет прокладываться, где можно любыми способами, не только один. Есть у нас гофрированная труба, кабель, каналы. Люди некоторые используют просто скобы. Все возможно. Ну, в доме, в частном доме, то есть деревянном, в основном у нас идет кабель, канал, гофрированная труба. В квартирах, сами понимаете, там штробят все это, все дело. У нас тут получается и гофра, ПВХ серая, полиэтилен, гофра черная, полиэтилен низкого давления идет. Металл рукава, это уже для прокладки внешней степи, то есть на улице у нас идет. Лотки у нас представлены ниже, сеточный лоток, неперфорированный лоток с крышкой. Это для каких, Арсен, прошу прощения, кабелей? Это получается какой-то силовой кабель с подстанции там ГРЭСа нужно тащить и укладывать такие лотки. Ну, примерно такого, да? Примерно. Это да. Просто еще тут большой размер стоит. Также есть, допустим, такого же варианта. Некоторые берут для прокладки вот с подстанции, вы правильно заметили. В основном это промышленность, да. Не, ну, справедливости ради скажем, что люди ставят себе в качестве резервного источника питания дизели, мощности которых хватило бы на небольшой поселок типа Батамая. Ну да. К слову, это, да, условно, дом да. большой, скажем так, под 1000 квадратов. Для резервного питания они подключают вот такой вот очень большой мощности дизельный генератор. Начнем давайте вот с кабель-каналов. Да? Арсен, бытует мнение, что кабель-канал, он портит
скажем так, вид. Вот представьте стену из свежеструганного бруса, да, и вот там вот такие вот конструкции. Как вы на это смотрите вообще? Никак не портит. Никак не портит. Он и защищает от внешних механических повреждений, от короткого замыкания, если внутри произойдет какое-то маленькое возгорание. Это, мне кажется, это намного лучший вариант, нежели все в открытой остановке с скобами. Тут у нас 3 цвета представлены: белый, Самый распространенный, самый да? распространенный, цвет сосна, цвет светлого дерева, дуб, темное дерево. Все это компания ЕК. Как оно защелкивается? Я, кстати, вот до сих пор, поскольку я ни разу не сталкивался с монтажом в деревянных домах, Так, требуется нам вообще, по идее, отвертка на минус. на минус. Да. Просто отогнуть вот эти клеммы, да? Да, да, Ну, да. можно же сделать проще, вот так выдвинуть, да? И Можно показать- выдвинуть вперед. Сейчас. выдвинуть вперед и покажем вот эти вот защелочки. Ку-ку. Вперед. Бывает такое, что... это, кстати, показатель качественного кабель-канала, который не отщелкнется в ненужный момент. Ну, серия Ликор хорошая у нас идет. Да. Ну вот такие вот защелки, которые входят специально. То есть кабель укладывается в вот это пространство, само основание монтируется через вот эти вот дырки на стене, и крышка, получается, очень плотно и надежно фиксирует кабель вот отведенном для него месте. Принцип такой же, да? Принцип такой. Ага. Все. Сталкиваемся с тем, что когда техусловия получают, и т.д. и т.п., нужно проложить СИП, да? СИП. Да. Ну, Ну, в это- смысле, от столба до ввода. Да, вот в дом. До ввода в дом. И начиная вот с точки входа в СИПа, начинается требование у энергетиков. Обязательно, Да, обязательно. металлорукава. Вот чем По отличие от техусловию. металлорукава, почему у него большая степень защищенности, чем нежели вот это вот? Ну, потому что тут идет На разрыв. оцинкованная сталь. Ага. Прям такого прямого нету, что металлорукав заводить в дом. Можно и гофро обычно использовать, потому что это все идет воздушным путем, не по земле. Металлорукав хорошо используется в земле. То есть есть 2 вида, получается, с внешним покрытием ПВХ, как вот это, допустим. То есть у нас идет оцинкованная сталь, внутри Внутри, идет да. зонд, который протягивает кабель. Допустим, у нас метраж довольно большой будет. И вот так вот протягиваешь. То есть у него степень защиты сейчас IP65. Он, как в частности, идет герметичен. Есть просто сталь идет. Просто от внешних механических повреждений, от грузунов тех же самых. Это все как бы в земле. Слушай, а получается, метод укладки коммуникаций под землей, он достаточно распространенный сейчас, да? Да, да. Ну, то есть нет такого, что вот, допустим, у меня летний домик, и обязательно сопля вот это висит, сип или что-нибудь для прокладки в другое строение. Можно проложить просто под землей или там элементах забора, скажем так. Тоже же, в принципе. Ну, если вот Тоже можно. трубы там держать, допустим, на лёжках, можно же там проложить, в принципе. А вот по степени защиты от молнии, от каких-то, скажем так, больших разрядов, которые не по нашей вине происходят. Природные явления. Природные условия. Да. Ну тут смотрите, тут, да, это хороший вопрос. Я думаю, нет, конечно же будет отключение света, замыкание в этом же духе. Прямо если молния или что-либо такое. Сразу будем честны, то, что это не прям герметичность. Там у него нету никаких прорезиненных моментов. То есть те же самые природные условия, то есть вода затечет, полностью покрытие будет. Тут уже, конечно, это не поможет. Молния, прямой ток большой мощности, я думаю, тоже будет, конечно, какие-то поломки. Ну, как-никак, условно, это в любом случае лучше идет защита. Конечно. Как Арсен сказал, даже те же грызуны любят почему-то, современные строительные материалы очень сильно грызть. Возможно, дело в каких-то этих. Так, и непосредственно к самому каналу, да, вот у нас очень такой, у людей стереотип такой. Если розетки, тянем 2,5, да, если освещение, 1,5 тянем. Да. Ну, это стереотип. Но кабель при этом еще бывает... Делится на марки. То же марки. самое. Нет, да. еще и, скажем так, очень сильный показатель по качеству это ТУшный или ГОСТовский же, да? Как? Да, это верно. Ага. Но в целом вот эту вот маркировку, мы же говорим сейчас о том, чтобы свет, который горит в ваших домах, не стал причиной бед. То есть защита от возгорания, от пожаров и так далее. Вот этот кабель, давайте мы попробуем сейчас просто посмотреть структуру, да, Арсен?
и немного поджечь. Стандартный кабель ВВГ НГ-ЛС. Так, вот эти вот ВВГ, НГ, ЛС и так далее. Давайте на человеческий язык, если перевести, что это означает. Начнем с обратного. ЛС это у нас получается оплетка из low smoke с английского, то есть без выделения дыма при возгорании. Мало ли может произойти. Дальше у нас идет НГ аббревиатура, это негорючий. Негорючий, ага. Да, то есть он не распространяет огонь и самопотухается, пытается так. И ВВГ, поливний хлорид, то есть это вот эта оплетка у нас идет. 3 жилы медные у нас, это 3 на 2,5 серии ТУ-1. ТУ тоже делится на части ТУ-1, 2, 3. Это у нас приближенная ГОСТу идет. Сейчас мы, конечно... Это ТУшный кабель, да? Тушный, чисто тушный кабель. 3 на 2,5. Такой кабель идет, получается, у нас на розетке заземлением. Это в основном в квартиры. Ну, сейчас очень стали брать новые частные дома, заземление начали ставить. И розетки с заземлением. То есть, если у вас розетки с заземлением, есть заземление, вам нужен будет такой кабель. Стоп, давайте вот на этом моменте, до того, как мы, скажем так, будем поджигать, деструктивом заниматься, да, заземление. Как правильно сделать заземление, вот особенно в частных домах? Есть убеждение, что нужно чуть ли не 9-метровый штырь туда вколотить, ну или там сколькиметровый. Вот эти вот требования. Вот, по вашему мнению, как человек, который обладает технической подготовкой, заземление как должно быть устроено в частном доме? Как устроено? Да. Так, ну, заземление. Смотрите, давайте брать от большого. Будем честны, большой дом, маленький дом, средний дом. Заземление ставится, ну, по статистике где-то примерно В 20%. 20%. Край. 20. Да, все остальное, там, ну заземление, ну подумаешь. Да, кто-то не видит в этом плюсов. А плюсы какие за наличие заземления? Защита. Защита. От короткого замыкания того же самого, отключения устройства какого-либо. Что у нас еще может? От влаги то же самое, если в квартире, в комнате, в ванной комнате. Ну, давайте мы попробуем. Вот, кстати, хорошая тема для одной из будущих передач, да? Правильно обустроить заземление в частном доме. То есть нужно ли 9 метров там, или достаточно будет 1,5 метров, кольцом прокладывать или чем-нибудь иным. Об этом мы поговорим в одной из следующих программ. А мы пока вернемся, скажем так, к моменту деструктива. Есть бокорезы, да? Давайте мы освежим срез. Арсен, Давайте. не против? Не против. Освежили. Глубже. Вот глубже надо было, Да. Все, срез освежили и смотрим. Это медный кабель, 3 цвета. Обычно как маркируется? Там? Монолит у нас идет, то есть кабель цельный, не многожильный. Такой хорошо прокладывать дома, потому что у него сопротивление меньше. Это идет. сколько? 2,5 же, да? 2,5 ТУ это. 2,5 ТУ. Ну, берется зажигалка, совершенно обычная, и в руках Арсена пытается... Ну, Начинаем? Да, начинаем. Погода же сейчас безветренная. Да, вроде, да. Да. Горелка, конечно, это не то. Но видим, что края, они оплавляются, да? Да, вот оплетка Да, но подтаивает, сразу же потухает. То есть он не продолжает гореть. Да, а обычный ПВХ, он очень хорошо горит, еще и капает, скажем так, горящими каплями же, да? Всё. И, ну, Бог любит Сразу троицу, же давайте еще третью попытку сделаем. Да, вот со свежего, скажем так, среза давайте. Возьмем не край, попробуем так. И это, ребята, это тушный кабель, да, то есть ГОСТовский он ведет, ну, не по факту, а по заявленным характеристикам он должен себя вести еще лучше. Но ГОСТ же, наверное, относится чисто к освещению, да? Материалы, которые используются для изоляции, Да. для защиты, они одни и те же. Конечно. Горения нету. Горения нет. Друзья мои, в принципе, еще раз говорю, использование правильных материалов для прокладки электрических коммуникаций – это залог вашей безопасности. Помнить об этом нужно всегда. И очень много мы видим сводок там, от короткого замыкания, там, сгорело строение такое-то, такое-то. Не дай бог каждому из вас столкнуться с этой бедой. И еще раз, вот эти вот
вроде бы, скажем так, те формальности, которые говорят, приходит электрик и говорит, «А почему у вас гофры не проложены, почему у вас металлорукав не применен и так далее, они тоже написаны кровью. Да? Поэтому важно знать, нужно и нужно обязательно применять. Арсен, еще один вопрос. А вот те, скажем так, лухари дома, богатые дома, да, которые с хорошей отделкой, внутренней деревянной, да, и они используют такие витые, красивые... Ретро-проводку? Да, ретро-проводку в текстильной такой оплетке. Да. Вот как они обходят вот это вот требование прокладывать? В не смысле, обходят, вы имеете в виду кабель-каналы, Да, гофра, они не да. используют. Но это уже на их рассмотрение идет. в Нет, первую а как там очередь. защита происходит? Защита? Как в советское время, вот на этих Советское время. горшочках? Да. Вы видели, как розетки выглядят, вот такие Да. ретро, выключатели? Это же вот все под сабдеп сделанное. Защиты таковой проводки нету, если честно говоря. Витая чистая пара у нас, скрученная. Максимум защита может быть, в основном это заземление. Бывает трехжильный кабель, либо заземление отдельно проводят таким проводом одножильным. Такой защиты, конечно, нету, но эта защита, наверное, у них идет уже заранее. То есть в момент установки в щитовой все. На каждый момент идет какой-то УЗО, диф-автомат, условно. А чисто технологически, вот в составе этой красивой очень оплетки, она же бывает разных цветов, так же, как и кабель-канал, да? То есть она может быть белой, черной, Бежевая, коричневой. да, коричневая. Там нету никаких таких защитных свойств не заложено в оплетке в самой? В что ли? оплетке Да. есть. Ага. Конечно, есть. Там получается тоже на основе полинихлорида идет, но я не знаю, я бы лучше все равно защитился любым способом. Кабель-канал тот же самый, гофра. Но так, красота красотой, конечно. Да, но в деревянных домах еще есть еще один же вариант. То есть на стадии строительства прокладывается в стенах прямо сквозные отверстия, да, через все венцы бруса или что-нибудь, прокладывается в гофре канал и выводятся розетники или подрозетники, подвыключатели. Тем самым, как вот еще раз говорю, насчет кабель-канала, конечно, мне не бывает спорно, да? Типа не портит там и так далее. Вот этот момент тоже, в принципе, еще раз, чем раньше вы займетесь мыслями о укладке электрических коммуникаций, тем лучше. Вообще, у меня в доме, к примеру, у меня ЛСТК, провод весь сидит в стенах, да? Там специальные отверстия предусмотрены, в которых мы проложили с помощью, кстати, тоже магазина «Новеликом», гофрированный тоже гофр, в гофр проложили кабель, вывели все коммуникации, то есть как коробочки вот эти вот и так далее. И все стоит абсолютно скрытно, то есть стены ничего не мешают, там среда не горючая, базальт. Замечательно. Вот эти вот штучки, Арсен, давайте присядем чуть-чуть. Я так понимаю, что это большой кабель-канал, да? Это трехметровый неперфорированный лоток идет. Ага. Почему не перфорированный? То есть он у нас цельный идет. Также есть перфорированные, сама перфорация говорит о точках. Эта крышка у нас идет отдельно. Размер у него получается ширина 150, высота на 50. Это миллиметражи, я вам говорю. Полностью 3 метра, цельная цинкованная сталь, хорошая, плотная. Есть также и больше размеры, есть даже чуть-чуть поменьше. Есть вот упрощенный вариант, он сеточный. Почему допустим, сеточный, да? Зато тут монтаж будет легче в будущем. Стяжками прикрепили и все, да? Да. А от чего предохраняет вот этот сеточный? Я понимаю, вот Нет, это вот. это именно прокладка идет. То есть маршрутизация просто кабеля? Да. И это тоже? Да, тоже Ну, от самое. механических же повреждений, там машина защиты, переедет, там, конечно. или что-нибудь типа такого. А почему такие большие? Ну, ребят, мы видим кучу примеров, когда люди возле домов там ставят ангары, гаражи и так далее, и устраивают там объект бизнеса, скажем так. Да? Почему нет? Так что вот эти моменты тоже, я думаю, были бы полезны. Что еще из средств защиты электрических коммуникаций вы бы посоветовали для частных домовладельцев? Дополнительно? В смысле, не имеется в виду вообще? Да. Мне кажется, это надо сделать, все на плане, в плане становления, дома вообще, становления, планировки, то есть, забыл слово. Получается,
Сначала возьмем щитовой, скорее всего. Мгм. Полностью защиту правильную по нагрузке. Правильные автоматы. Правильные автоматы, подобранные номиналом ампераж. Правильная нагрузка, расчет. Тех условий просто тоже же не просто так дает. Некоторым домам рассчитывают, допустим, на 5 киловатт, но они потребляют больше. Тут и возгорание происходит. Это надо все учитывать, прислушиваться к мнению специалистов. Часто бывают такие моменты, то, что хотят. Но лучше, конечно, мы всем все подскажем, все разрулим, как сказать. Обращайтесь к специалистам из Элекома, еще раз говорю, ребята компетентные. Насчет 3 фаз. Бытует мнение, что те, которые занимаются в доме даже хоббийным, скажем так, творчеством, да, некоторые станки потребляют 3-фазное электричество. Да. Вот эти моменты. То есть, когда вы подаете заявку на техприсоединение, вы должны уже рассчитывать, вы подключаете однофазку или 3-фазку, да? Это да. Это, во-первых, от вас зависит. Потом рассматривает, допустим, тот же самый энергосбыт. Смотрит, что и вопросы задает, что у вас будет подключаться. Если это обычный дом, допустим, 50 квадратов. Однофазки хватит, да? Да. Но некоторые в гараже тоже станки ставят трехфазные. Тот же самый котел уже, вот, генераторы бывают. Ну, по дому-то у нас идет однофазное напряжение. Это на определенный какой-то На момент. определенный узел потребления Да. подводится 3-фазное напряжение, получается, да? И от себя лично я бы хотел, я, кстати, в свое время вел передачу, то ли один из нас, то ли, тоже рассматривали тему пожаров. Защита деревянных домов. Очень эффективно, кстати, оказывается, помогает гипсокартон. Гипсокартон. тоже. Обшивка гипсокартоном, да, то есть это не горючий материал, драйвол так называемый, да, и я бы порекомендовал еще, кстати, ваш адрес тоже, да, заняться на рынке изучением таких вещей, как пиростикеры. То есть, вот представляете подрозетник, и туда по принципу стикера, наклейки, вклеивается специального состава стикер, и, допустим, заискрил, там же есть контакт, подрозетник или выключатель, да, заискрило, пиростикер начинает выделять углекислый газ, и все это дело, естественно, попадает в среду, которая не поддерживает горение, да, все это тухнет. Вот такие моменты, и еще раз, решений на рынке огромное количество, и лучше, наверное, совет дня: не ломайте себе голову, обратитесь к специалистам, они знают всяко лучше, какие решения вам нужно применять в тех или иных домах. Или это у вас дом 6 на 6, да, или это хоромы на 1000 квадратов, или это большой гараж из сэндвича, из каких-то других конструктивных материалов. Обращайтесь к специалистам, еще раз, схемы защиты, прокладки кабелей, это к Арсену Птицыну и его коллегам из магазина Элеком. Ну, мы с вами ненадолго прощаемся. У нас с нашими партнерами, которые предоставляют нам замечательный приз, генератор на 7 киловатт, остается еще одна тема. И вот про эту тему мы поговорим отдельно, потому что Элеком является фактически единственным предприятием, которое на определенный процент, больше даже половины, потребляет свет не от сети, а догадайтесь от чего. И об этом поговорим позже. Bum 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 bum